Здесь есть статистика отлова по округам. Ну, это общие данные. Кому надо, презентацию можно предоставить. Давайте дальше. Так, здесь, посмотрите, здесь те мероприятия, которые принимались буквально перед тем, как это у нас трагедия случилось. То есть мы с 29 ноября понимаем, что в городе Якутске начинается большая проблема с собаками, был создан оперативный штаб, куда были включены сотрудники прокуратуры, департамента ветеринарии, все структурные подразделения окружной администрации, которые вовлечены для усиления работы. Привлекли дополнительные силы наших территориальных органов управления, предприятий подведомственных и сформировались дополнительные бригады по отлову. Для усиления дополнительно увеличилось количество собак, которые были отловлены. То есть 366 собак было отловлено только с момента введения ЧС, а всего отловлено 505 собак 29 ноября, сегодня, когда началось усиление по городу Якутску. Безусловно, это работа в пределе, то есть когда задействованы начали работать, то есть не планово. Надо понимать, что реально нужно исходить из того, что математическая формула. Нужно сначала четко ответить на вопрос, сколько собак на улице. Я сегодня вразумительно ответа для себя не слышал от государственного органа, который должен это число сказать. Исходя из него, должны быть депутаты государственного собрания выделять необходимые деньги для обеспечения этих функций. Сегодня вроде позиция, вот вам довели 28, потому что вы в прошлом году освоили 28. Сколько денег освоили в прошлом году, сколько это 8? Ну, очевидно же, что если бы довели 40 бы освоили. Довели бы 3 миллиона освоили. Это же не подход, подход должен быть четко по головам. Есть научная работа или подход, посчитано, что в городе 14 тысяч собак или 8 тысяч собак. Из них надо, чтобы по ОСВ работало, 80% стерилизовать. Значит, соответственно, 5 или 6 тысяч собак надо отловить и стерилизовать. А это большие деньги, они будут дальше, давайте поговорим. Дальше, пожалуйста. С 2019 года просим деньги на приют 19,5 миллионов, чтобы переформатировать существующих. Дальше. Сегодня и вопрос однозначно ставится, вот, безнадзорные собаки нападают и прочее. Я 2 цифры вам обозначу, чтобы вы задумались. По данным МВД у нас, значит, за год 157 случаев нападения животных на людей. Из них 57 случаев это хозяйские собаки, которые находятся на самоугле. Посмотрите, пожалуйста, любые фотографии стаи собак, которые вы увидите теперь после этого собрания другим взглядом. До половины из них там в этих стаях есть собаки с ошейниками бегают. У нас сегодня отлов усиленно идет, каждая 4-я собака с ошейником. Это собаки на самоугле. И вот необходимо вернуть максимально жесточайшие штрафы за самоугол собак. Пока этого не будет, бесполезно стерилизовать. Ну ты капеля своего отпустил, он пошел там делов наделал. Какая разница от того, что все бродячие собаки будут стерилизованы, когда половина собак на самоугле в частном секторе находится. Вот этого надо строго добиваться изменения плана. Необходимо четкий учет, понимание, сколько собак у нас хозяйских, сколько у нас безнадзорных, и исходя вот из этих фактов от цифр уже выстраивать госполитику, исходя из того, сколько должно быть отловлено, а не из подхода, сколько у нас будет. Значит, необходимо вводить ряд предложений на уровне налогообложения. Есть понятие самообложения, федеральный закон 131, в котором мы, условно говоря, как жители Якутска, можем провести референдум и сказать, что да, мы сами принимаем решение, вводим налог на собак обязательно. И на эти деньги будут строиться площадки для выгула собак или прочее. Вот это вот мы можем сделать с вами, об этом надо договориться. Если я считаю это нормальным подходом, потому что сегодня в дефицитном бюджете города Якутска нет средств на реализацию обязательств, потому что есть первостепенные задачи, которые необходимо решать. И помимо переданных полномочий по тем же собакам, у нас есть переданные полномочия по обеспечению жилья детей, сирот и прочее. Жизнь, она сложна, многогранна, и вопросы, которые необходимо решать местным администрациям, куча. И это ситуация в столице города Якутска. Я про районы вообще говорить не буду. У них там... Да, дальше, я думаю, прочитали, я перечитывать не буду. По 498 федеральному закону здесь мы ряд наших
тонкостей, которые сложны при реализации, озвучу. Вот, начиная с очень простого подхода немотивированной агрессии. Вот сегодня, когда мы идем на отлов, для собаки с биркой, которая ходит, ну вообще нужно понимать, прежде чем начать, вообще собак нельзя на улице только отлавливать можно. Что бы собака ни делала, должен ее отловить. Если собака с биркой, ее нельзя отлавливать. Ее можно отлавливать только в том случае, если она проявляет немотивированную агрессию. Кто может объяснить, что такое немотивированная агрессия? Где шкала измерения немотивированной агрессии? Нет уже. Вот. Сегодня собака не агрессивна, через 2 часа она агрессивна. В какую среду она попадет, как она будет действовать. Есть случаи, когда собаки с бирками нападали на людей. Да, это зафиксированные факты уже, это официальные факты, которые мы получаем с Минздрава. Поэтому утверждать то, что собака, она стабильно имеет постоянно поведенческие характеристики, тоже нереально. Теперь нельзя отлавливать животных на глазах у несовершеннолетних. То есть собака находится на территории детского сада, на территории школы, ее нельзя отлавливать. Тоже необходимо пересмотреть. Есть значит, вопросы, связанные с содержанием собак. Вот, содержание собаки сегодня 293 рубля. Это у нас расчет был. Соответственно, вот сегодня мы накопили 1200 собак. И если мы их не будем выпускать и будем содержать, то это будет 116 миллионов в год. Только на содержание. 116. Для сравнения, пятиразовое питание ребенка в детском саду чуть меньше 200 рублей. 192 рубля. Содержать 1200 собак, а если их у нас в городе 10 тысяч собак, то это, соответственно, миллиард рублей надо потратить на то, чтобы кормить этих собак. Вопрос математики, здесь нужно точно понимать, какое количество и с чем мы имеем дело. До этого мы занимаемся Теперь вопрос, касаемый, который на практике мы все встречаем. Это некомпетентные специалисты общественности. Очень много очень уважаемых, компетентных биологов, кинологов, которые имеют реально большой опыт, доброе сердце, которые могут давать дельные советы. И большое-большое количество людей, которые очень активно ведут себя в интернете, в социальных сетях, якобы специалисты. Вот я не знаю, кто им дал право быть суперспециалистом по собакам и по тому, как они должны содержаться, что должно происходить. И везде шум создается этими якобы общественниками, поэтому нужно четко внести понятие 498 закон, кто такой общественный контроль вообще. На каких знаниях, на каком опыте у человека дается право общественного контроля. Во все пункты передержки, приюты и прочее должен обеспечиваться общественный контроль. Кто должен это обеспечивать? Внесение изменений в законодательство ПАО, это уже не раз озвучено. Ответственность владельцев ПАО, я сказал, про налоги сказал, про обязательный учет собак больше 20 килограммов и обучение перед тем, как была возможность. Ну и нам стоит подумать, не дожидаясь изменения в федеральный закон о самообложении, о том, чтобы провести на территории города Якутска общими нашим собранием необходимо изменение нашего местного налога. На то, чтобы понять, сколько у нас собак, и уже исходя из этого вести работу по хозяйству собак. Пока надо быстрее самовыку останавливать, иначе это все то, что мы делаем там по отлову, по стерилизации, оно может стереться в ней, потому что тот же самый котель уже не будет спрашивать, сколько ей могу лет. Так, у меня все, готов отвечать на вопросы. Много могу отвечать, много что могу сказать. Уважаемые коллеги, будут ли вопросы? Кого начнем? Да, конечно, Ты 98-м ФЗ, да? Я смотрю, что здесь статья 20 не учитываются климатические особенности региона. Что вы здесь имеете? Здесь по климатическим особенностям, насколько является естественной средой и гуманной средой на улице казахского мира. Когда оно вот здесь перекликается, как вы считаете, возможно ли и есть ли такие варианты, что предложить исключить из закона, тем более, что есть два законопроекта, которые сейчас рассматриваются в Госдуме, о внесении изменений в закон о
вот этими большими животными, вообще исключить статью выпуска среды питания. Среда питания – это наши площадки, наши улицы, вообще исключить вообще полностью выпуск собак среды питания. Я за, но при этом мы должны точно понимать финансовое обеспечение. Я понимаю, что это связано. И тут же еще вопрос. Скажите, пожалуйста, статья в законе, которую мы принимали, вот средой питания после стерилизации, насколько вот стерилизация связана с средой питания? В принципе, это совмещенное, как вы понимаете? Стерилизация, она влияет на популяцию. Нет, ну это понятно. Да. Мы можем, если речь ведем о приютах, мы же можем, наверное, я, конечно, это бывшие наши специалисты, не стерилизовать полные объемы тех безнадзорных животных, которые мы изъяли, ну или если вы собрали, понимаете? Сейчас мы говорим, как мы стерилизуем и выпускаем, а мы говорим о том, что на городской среде, на улицах безнадзорных животных не должно. То есть мы говорим о том, что в принципе производители осматривают, учитывая наши климатические условия, то, что вы говорите, вообще не выпускать безнадзорных животных в среду питания. Нет, но если мы решим... Я не знаю, сколько там коллеги. Ну, здесь нужно понимать, что как будет изменен закон, если действительно не будет обратного выпуска, то есть стерилизовать. Это же принцип рациональности расхода бюджетных средств должен все равно присутствовать. И поэтому с этой точки зрения вообще, если расширять немножко вопрос, нужно понимать, что город это не только дворы, но и леса, которые рядом с городом, в том числе особо охраняемые природные территории. И нужно понимать, что рядом с городом сколько косуль вообще не останется. Потому что сейчас леса рядом с городом тоже имеют собаки. На практике нужно понимать, что стая собак и одна собака поймать – это совсем разные вещи. Вот у нас сегодня заложено 400 рублей условно на отлов. И трудозатраты на то, чтобы поймать одну собачку и собак, которые находятся в стае, это большой коллективный разум. Нужно же понимать одну простую вещь, что вот собаки, которые сбили в стае, на улице находятся, к ним отношение, как будто они вчера были хозяйственными, их выкинули на улицу, когда дачный сезон находится, он тоже ошибочный. Большая часть этих собак, наверное, в 10-м поколении уже уличные собаки. И поведенческий характер у них соответствующий. Это собаки, которые научились выживать, собаки, которые имеют коллективный разум, собаки, которые обловить их вот этими способами, которые сегодня есть. А у нас разные способы на территории города делать. И здесь тоже нужно отметить и вещи своими именами называть. Мы делаем ловушки, непонятные люди приходят, ночью эти ловушки ломают, уничтожают, закрывают. И здесь с этой точки зрения тоже, наверное, мы в МВД обращаемся, тоже, наверное, к каким людям надо применять санкции, потому что вредительство однозначно идет. Ну, у нас же получается как бы две части. Сейчас принятие вот обсуждения оперативных решений, вот коллеги правильно говорят, не ждать, пока мы внесем, пока смотрим, пока примем, да? И плюс, конечно, то, что мы должны сделать так, чтобы этот закон работал. Вообще, вот тут мне вообще фраза понравилась. Закон, мы все делаем в соответствии как бы с законом, и это говорит нам об этом законе. Коллеги, мы же помним с вами, когда не было закона, еще хуже совсем было. Мы вообще не знали, переливали друг на друга. Вы же помните ситуацию страшную в Тикси? Помните, наверное, все? И в Тикси, и в Чульмане. И по большому счету-то, по-любому, вот вы правильно говорите, нам нужно сейчас принимать и получать оперативные меры, да? С точки зрения того, что мы в соответствии с тем, что вы подали предложение поправки к закону, мы уже внесли. Это с точки зрения как бы софинансирования федерального бюджета, содержания пунктов приютов. Но дело в том, что у нас дальше идет вот пункт, который я говорю, насколько нельзя выпускать их в естественную среду. Ну, возможно, внести, потому что это тоже должно быть коллективное решение. Сегодня мы не выпускаем. Ну, я сегодня... да, вообще, потому что мы же хотим... нужно понимать, вот я обращаюсь к депутатам госсобрания, сейчас поправки в бюджет будете рассматривать. Тот объем денег, который сегодня заложен для города Якутска, это недостаточно.
Мы просили с 2019 года и просим денег 19,5 миллионов по цене 2019 года на то, чтобы переоборудовать приют, ППЖ в приют, и опять же зоозащитникам отдать проблемы нет, некоммерческим организациям пусть занимаются, раз людей на это есть желание. Опять же, тот объем средств, который сегодня доведен на ОК, он недостаточен, пока мы работаем в условиях этого закона. Поэтому давайте быть реалистами, необходимо пересматривать, необходимо увеличивать размер субвенций для того, чтобы работа была более сильно настроена. Все. Так, пожалуйста, Данил Иванович. Ну, тут оперативный штаб сказали, там межведомственное взаимодействие, там департамент идет. Я сейчас не зря спрашиваю Петра Лукича, какое взаимодействие у вас идет. Ну, какой-то подсчет вы должен там подсчитать обязательно, нужны какие-то нормативы, федеральные нормативы, подсчитать, чтобы собака. Значит, Петр Лукич, то, что я у него спросил по алгоритму действий вот, с муниципалитетом, какое взаимодействие идет. Тут я так полагаю, что никакого взаимодействия не идет, что ли, с ветеринаром. Подсчет. Чтобы сейчас вот вы говорите о деньгах, но мы же должны тоже, реально видеть количество собак, сколько собак. Ну, конечно, на автобус там нужно, на транспортировку нужно, на приюту нужно, чтобы защищать бюджет по ведению средств для муниципалитета. Вот я имею в виду, вот это взаимодействие, это надо ускоряться в этом направлении по регистрации собак. Значит, и обоснованность выделения денег для собак была бы обоснована. Я не говорю про обоснованность денег. Депутаты вы же выделяете бюджет, понимаете. Вот почему 60 миллионов? Если разбор, нужно 43. Минимум 43 на округ. Нам нужно больше денег на округ. Пока мы работаем в рамках этого закона, оплатить, и это без содержания, у нас деньги, которые в субвенции предусмотрены только на 1 месяц. Дальше кормить, найдете способ, как их кормить. Если мы понимаем, что нам нельзя выпускать собак, нужно поддерживать. Завтра какая-то коммерческая, некоммерческая организация построит приют. И мы долго смогут сами кормить. Сегодня в рамках этих нормативов 300 рублей в день кормить. 1200 собак, которые сегодня содержатся в пунктах передержки городских, это 116 миллионов. Не бывает чудес. Нужно точно понимать, что нужны дополнительные деньги. В рамках вот 31 миллиона, который сегодня заложен в госбюджете, мы получим ту же самую картину, которую сейчас. Депутат Василий Иванович, пожалуйста. Добрый вечер, коллеги. Ну, вот по информации представителя университета ГАТУ, Евгений Николаевич, обращение в окружную администрацию, ваш адрес были еще до трагедии в декабре месяце, вообще с сентября месяца уже были неоднократно хотели на 10 собак, да. Получается, АГАТУ обращался в адрес окружной администрации по поводу отлова собак. И вот, как говорится, все апофеозом получилась эта трагедия, которая произошла 29 декабря, да, со смертью жительницы Владимирска. Получается, не были предприняты соответствующие меры, я так понимаю. Вообще вот... Янович, давайте я сразу перейду, считаю неправильно. Нет, я хочу вас... 29 ноября реализован штаб, вы говорите, что по АГАТУ не принимались меры. Вообще, в корне не согласен? Нет, я не знаю, просто вот у меня на руках копия письма его ректора АГАТУ от 2 декабря по отлову животных. 29-го после факта гибели человека создается оперативный штаб и так далее, это все понятно. Но получается, до факта гибели какие-то меры были предприняты для того, чтобы этих бродячих состояний не было на территории АГАТУ, да? И вообще вот по этому факту, понятно, для расследования и так далее, но вообще вот кто-то понес наказание, вообще какие-то выводы сделаны и так далее. Янович, 29 ноября был создан штаб. Ноября, оперативный штаб, в том числе по усиленной работе именно по АГАТУ. Были проведены необходимые штабы заместителем главы. Через каждый день проводился оперативный штаб. По результатам работы только с территории АГАТУ было отловлено 84 собаки. Эта работа проводилась за месяц до этой трагедии. Но нужно понимать, что сегодня факт, какие собаки напали, это что же вопрос. Были они бракованные, были они хозяйские, были ли это безнадзорные собаки, это же тоже неизвестно.
Поэтому нельзя сегодня сказать, что это были безнадзорные собаки, которые напали. Давайте мы разберемся конкретно в обстоятельствах и потом уже будем обвинять кого-то в каких-то вещах. Поэтому все меры, которые необходимо были предприняты, мы дополнительно предприняли, усилили работу дополнительно там территориального управления силами культурстроя, силами жилкомсервиса. Это не в рамках субвенции. Поэтому все дополнительные мероприятия, на мой взгляд, были выделены. Теперь, что касается самого ГАТУ. Территория федерального университета, на которой тоже необходимо проводить мероприятия по правилам благоустройства, закрывать урны, прочее. Это тоже мероприятия, которые должны проводить все собственники на своих санитарных точках. Я начну вас выпускать. Уважаемые коллеги, так, Сергей Николаевич, разрешите добавить, да, по ГАТУ. Непосредственно Оперштабу проводил я 29 ноября. В части того, что АГАТУ мы специально им ставили задачу, чтобы то сено, которое является центром притяжения для собак, они огородили. По факту Оперштабом опять же было уже после трагедии доведена эта информация. И сейчас только департамент ветеринарии, который вы подтвердите, да, то что сейчас только проводится эта работа по ограждению вот этого сена. Те собаки, которые были отловлены, я сам лично туда выезжал, ситуация такая, их поймали служба спасения, это которые ребята охотники, настоящие охотники. И там собаки такие, которые не просто они подойдут, они очень хитрые. Было отловлено там около 9 собак, и сейчас идут следственные мероприятия. Так что со стороны окружной администрации полностью все меры предприняты. Также я прошу учесть, что АГАТУ, написав это письмо, опять же, у него уточнить, какие он меры проявил на себя на территории. Значит, так, уважаемые коллеги, у нас ведется аудиозапись, да, я прошу, прежде чем выступать, я хочу фамилия, имя, отчество и концепция должности, чтобы мы могли потом занести всю протокол. Пожалуйста, народный депутат Семенов Дмитрий Александрович. Спасибо. Евгений Николаевич, сейчас в городе ведет повышенная готовность, да? И вот в связи вот с таким мероприятием на повышенную готовность, есть ли возможности сейчас уже принять более кардинальные меры по отношению к новым безнадзорным животных? Тем более, это вы тоже говорили, если бы мы, субъективное мнение здравого по невозврату данных животных. Город может сам? Нет, конечно, это верховенство федерального закона, все по нормативные акты ниже не должны соответствовать федеральному законодательству. Да, пожалуйста, народный депутат Самсук Иван Иванович. Добрый день. Я хочу задать вопрос коллеге Никите. Добрый день. У нас есть желание вести инициативу федерального закона. Поправку. Реально это возможно вести поправку? И сколько времени это займет, если вот реально? Чтобы вот наши предложения были приняты и как бы они вступили в законную силу. А то мы понимаем, что ограничены своих действий и не можем как-то какие-то меры Во-первых, спасибо вам, во-первых, вы не ограничены в своих действиях. Вы, коллеги, прекрасно знаете, что закон об ответственном обращении с животными был принят в 2018 году в декабре. У нас сегодня с вами на пороге 2022 год, да? Вот за это время мы могли бы, с точки зрения правоприменительной практики, уже давным-давно внести предложения с учетом наших и климатических, и других особенностей. А то, что вы говорите о сегодняшней ситуации, я обратилась к главе города Иркутска, так как сегодня у нас в Государственной Думе есть две законодательные инициативы по 498 закону. Одна касается именно непосредственно основного закона, его внесли сенаторы, и вторая касается внесения изменений в КААК с точки зрения введения
административных штатов. Вот два вот этих вот закона, которые сегодня есть, и они в правовом поле, и они размещены сегодня в сети. Глава администрации очень оперативно и законодательно собрание рекомендованно отреагировала. Свои предложения направили. Мы 27 декабря оформили все в виде поправок и направили их в комитет с учетом мнения главы городского округа Соколовки-Курска. Вот это было 27 декабря. Сейчас, вот, уважаемые коллеги, можно уже с учетом обсуждения вот такого расширенного заседания, с учетом тех мнений и то, что вы посчитаете необходимо отрегулировать через федеральное законодательство, потому что в ходе обсуждения мы с вами увидели, что некоторые решения можно принимать на нашем уровне, на региональном и муниципальном. Мы с вами очень спокойно можем оперативно подготовить эти поправки и, собственно говоря, внести и вклад с точки зрения ответственности хозяев за отношения к домашним своим животным. То, что вы говорите, почти 50% это были хозяйские собаки, которые, собственно говоря, сегодня просто отпускаются в среду, и они также сегодня представляют опасность. И вот те поправки, которые мы даем к основному закону. Вот я хотела уточнить, Светлана Николаевна, у нас сроки подачи поправок вот к основному закону, скажи, пожалуйста, когда был? В основном было 15 января. Когда? 15 января. Вот видите, уважаемые коллеги, мы с вами видели этот закон. Он размещен в сети. Это внесение изменений в основной закон. Мы, вот то, что предложили вы, как глава, мы эти поправки уже внесли, установленные как бы законом в сроке регламента. Сейчас мы можем поступить следующим образом. Если у нас на самом деле появятся серьезные поправки уже и мы сможем сформировать, я могу их забрать в конце региональной недели и переговорить с комитетом, насколько их можно утопить в тех поправках, которые сформированы с собранием и с главой города. Примерно вот так. Я готова этим позаниматься. И хотела бы попросить, чтобы все-таки и обратить ваше внимание, у нас срок подачи поправок по административному кодексу, по КАПу, установлен 19 января, да? Вот у нас там действует. То есть вносятся изменения в КАП, но там почему-то нет домашних животных. Вот нам нужно посмотреть вот здесь. Если все-таки мы сможем обосновать, что по домашним животным нужно вносить, у нас собственно есть 19 января. Спасибо. Так, у нас все доступно? Спасибо. Депутат Данилов Иванович, пожалуйста. Евгений Николаевич, ну вот вы рассказали, как идет практическая работа, сколько бригад работает. Ну, хотелось бы точные данные иметь, конечно, вот, с учетом того, что сейчас вот на поле люди работают, и по округам идет работа, по этим идет работа. Количество собак, конкретное количество собак мы можем подсчеты делать. Подсчеты делать, не делать. Количество собак сколько наводит? Да, да. Из надзора? Да. Это вопрос, который компетенции ответить, у меня нет такой компетенции. Мы готовы за год. Я еще раз говорю, извините, Евгений Николаевич, у вас оперативный штаб, межведомственное взаимодействие, департамент реакции, ветеринарной реакции. Вот вы же вместе работаете. Тут подсчет, если у вас там нет полномочий, вот ветеринария рядом, она вот, это расчет нужен. Я к чему-то говорю, чтобы мы, депутаты, обоснованно требовали деньги для бюджета, муниципального бюджета, для финансирования. Кто денег? Да, чтобы мы спокойно могли, вот с учетом этих случаев, с учетом ЧС, деньги выделить, требования у исполнительного органа, правительства деньги для муниципалитета города Якутска. Ну, наш ЧС, это местный ЧС, мы расходуем наш резервный фонд в рамках наших полномочий. По вопросу, Иван Иванович, совершенно правильно говорите, коренной вопрос здесь исходить от реальных цифр, сколько собак. Да. Это вопрос компетенций департамента ветеринарии. Нам необходимо точно, чтобы довели картину, чтобы мы ее реально видели, сколько нам собак. Мы готовы были в прошлом году, на 2021 год, заявку отправили на отлов 4000 собак, но необходимо было 43 миллиона. Это я ответил на вопрос.
И второй вопрос вот по гражданскому кодексу, я в этом случае тоже задавал вопрос. Вот если первый закон, то есть статья, там о чем говорится? Это в течение 6 месяцев, если нет хозяина, то хозяином становится сами понимаете. Это вот, ну, как-то выходить из ситуации все равно нужно. Я как вариант, возможный вариант. Спасибо. Так. Получили ответы, да? Это рекомендация, так понимаю, была, да, 231. Мы знаем, по закону по праву муниципального имущества, просто сейчас же закон как гласит, вот, месяц подержали, дальше либо передали приюту, и уже приют принимает решение, что делать с этой собакой. Вот как любой собственник сегодня может принять решение, как на потому что у нас такого органа муниципальной власти такого права нет. Мы не имеем права принимать решения по умерщвлению собаки. До 21 года на собаку еще. Николаевич, можно еще? Приют не муниципальный, что ли? Приют сегодня, сегодня у нас не приют, пункт передержки животных передан некоммерческой организации, кто могли выжить по запретительному пункту. Вика, все-таки вот уточнение. Вот мы крутимся вокруг этого вопроса по поводу методики подсчета количества животных без владельца и установления методики определения степени мотивированной агрессивности животных. Все-таки это мы можем сделать на своем уровне? Можем? У нас есть своя... Я имею в виду, или вот уровень заксобрания, уровень Литумена. Можем же на своем Виктор уровне? Лукич цифры озвучил. Вы исходили из У меня чего? цифр, речь методики нет. Исходя из какой методики вы озвучили? Можете сказать? Ну не вводите в заблуждение, почему федеральная. Методику можно сделать здесь, на месте. Сегодня есть методика, по которой высчитывается объем субвенций, которые Ну, дают. я увидела тех количество, подсчет количества животных без владельца. Конечно, можно. Можно сделать на месте. Конечно. А в чем проблема тогда? Петр Лукич, вы можете пояснить ситуацию? Ну, сейчас над методикой мы работаем, там процедура согласования пока разрабатывается. А какой ответ будет, пока не Без управления ветеринарии мы не можем, да, эту методику сами. Государственный орган, который является ответственным за направление. Работа исполнительной власти, я говорю, на месте. Хорошо. Так, коллеги, какие еще вопросы у нас есть? Пожалуйста. Депутат Егоров Татьяна Бутырова. Добрый вечер. У меня, скорее всего, наверное, предложение. Предложение будет потом. Идет же подсчет оленей, да? Мы же делаем подсчет. Да. У нас есть методика на это. Я говорю как зоолог уже, наверное, скорее. И можем же применить эту методику. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть очень хорошие тоже методики разработанные по биозондированию. Я считаю, что вот это тоже можно применить, этот закон. Ну, не правила подсчета статистики вот этого. Ну, то есть объединить, даже взять силы тех же квантовых, да? И можно мне так? Я считаю, что это вполне возможно. Нет, у нас целые же институты университета есть, и СФУ, и АГТУ. Я думаю, что, может быть, с их помощью. Кто-нибудь Николаевич, можете подсказать, кто там? Конечно, вот работа про количество собак и так далее, учет собак нашими сотрудниками величеств, да, сейчас вот, именно вот Шабинова или Георгиева, сейчас она работает, все это дело, тоже своими студентами была. Ну, это в методике есть, можно поработать, да, но тут дело в задаче. Ну, и у меня вот такой вопрос. Есть вот федеральный закон, да, вот в законе статья 9, да, требования к содержанию животных. Там есть пункт 2, в случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания, владелец животных обязан передать его новому владельцу или в приют для животных. Но там не написано про какие-то финансовые
содержание, да, вот в федеральном законе. А в вашей практике, да, вот, где вот городской, да, там написано, что если человек теряет приют, то он еще и должен финансово содержать. Да. Конечно же, человек не будет вечно вот свою собаку, которую он взял в приют, в каждый день отдавать по 400 рублей. Конечно, он просто кидает, ну, нужно и вот это вот как-то решить вот этот момент, да, если он просто придет, чтобы не ловить по всему городу, он просто отдал, да, и это будет намного дешевле, нежели там бегать и по всему городу вот это, за этой собакой. Анатолий Николаевич, я согласен. Здесь с точки зрения, вообще, в принципе, нужно понимать, что содержание животного денег стоит, и в том числе у нас одно из предложений, которое там было напечатано, это внести меры поддержки по проведению стерилизации для отдельных категорий граждан, которые как раз эти собаки на самоугуле, которые зачастую не очень сознательные люди выпускают, которые точно деньги не будут тратить на их стерилизацию, не говоря уже о содержании денег. Поэтому должны быть у нас заложены деньги, я считаю, и в государственном бюджете, если надо, часть финансирования муниципальных районов на местном уровне по содержанию приютов. Потому что частными силами приюта, вот в тех тысячах голов, которые сегодня есть по факту, денег не хватит однозначно. Не, ну, видите, ваши рекомендации, человек точно не пойдет каждый день по 300 рублей платить. Самостоятельно, сам добровольно не пойдет, вот кому попадает. Это да, легче, он, скорее всего, если хозяйские животные, он, скорее всего, не стерилизовал. Лучше было бы, если он просто привез бы свою собаку, да, и сдал, да, вы сами стерилизовали и все. А если не стерилизовали, то это будет через каждые 2 раза в год по 8 собак, да, я не знаю, сколько там говорят. Это будет уже не одна собака, а уже 10, уже 12, и в этой прогрессии будет намного больше зла, извиняюсь за это тоже слово, нежели нам платно сдавать собак. Может быть, для силах нужно как-то посчитать, и будет дешевле просто бесплатно взять. Не, мы сейчас по факту бесплатно не берем, сейчас привод людей есть, мы по факту бесплатно не берем. Но более того, сейчас рассматриваем меры по стимулированию, чтобы за счет местного бюджета и стерилизовать людям бесплатные собаки. И тех, кто привели собак, тоже стимулируют по приводу. Но здесь нужно точно понимать, что это реальный собственник, его собака, потому что у нас разные случаи могут быть. Нарезку собак, а не своих. Ну, по-моему, это было вот постановление вот, от 30 июня 2020 года, там же вот как раз написано, что человек это привез, должен еще и содержать животное. Ну, интересно, конечно. Я, значит, собачку взяла, с ней поигралась, а потом сказала, Нита, она мне не нужна. Вот возьмите ее, пожалуйста, если держите. Вот тоже, понимаете, как-то вот у нас все или так уже, или так. Животное попадает как бы и сюда, и сюда. Ну, баланс тоже нужен определенный. То, что, как бы сказать, у нас случилось уже не первый раз, это вообще, конечно, просто трагедия. Так, мы вам задаем вопрос. Евгений Николаевич, ну вот я еще раз руководствуюсь вашей практикой, сейчас вот в местах работа идет, вот определение мотивированной агрессивности. Вот рядом с вами должны быть ветеринары, ученые. Вот тут видео отправляют, какие собаки, какую отковка идет собака. Вот тут агрессивность, я думаю, уже на местах нужно вот как-то научным способом, ветеринарным способом, вот, да, нужно определять вот, как-то. Если в методике правительства Российской Федерации нет вот такой, ну, на местах нужно на месте нам самим определять эти все моменты. Да. На практике. Об этом речь идет, это субъективный взгляд человека. Для кого-то немотивированная агрессия это не тот взгляд, для кого-то это собака скалится, будет считать, что нормально. Чисто его субъективизм. Ну, ветеринар, что там. Есть там и свои, конечно, есть, должны быть определены. В том-то и дело, мотивированные должны быть обоснованные. Конечно, должны быть. Должна быть градация четкая. С этими бригадами должны быть ездить вот те люди, которые должны определять эту агрессивность. Только ветеринаров не хватит. Нету ветеринарной такой мощности. Сегодня ООН занимается подрядчик, занимается служба спасения, передержки животных, наши рекрутер-строй, жилкомсервис, но не ветеринар.
Так, уважаемые коллеги, в главе города у нас еще остались вопросы? Можно, да? Да, пожалуйста. Кроме того, есть лошади, которые, значит, в газонах разные там, ну, вред приносят, в городе. Это, кстати, не этот закон, не непосредственного обращения с животными, это больше относится к проявлению сельского хозяйства. Нет, ну это... Лошади же есть, которые гуляют, да? Каждый день, каждый день, зимой там, цветы города, они портят вид города, поэтому комплексно надо. Спасибо за вопрос. Действительно, лошади, к сожалению, для истории города Якутска это тоже трагический момент. Есть человеческие жертвы по ситуации с лошадьми. Поэтому мы в этом году были еще меры приняты определены в прошлом году. В этом году начнем принудительную транспортировку лошадей с территории города Буденища. И, соответственно, для собственников, а лошадь, каждая лошадь имеет собственника, это объект частной собственности, должен будет компенсировать затраты, которые будут понесены на доставку этих лошадей. Будет, грубо говоря, оформлено, если по-простому сказать, штраф для лошадей. Но лошадей на территории города, это не естественно среда, когда куча вредных, начиная от опасности для людей, заканчивая бытовыми животными. Мусор, когда просто нет. Цветы, газоны, продукты жизнедеятельности лошадей. Коллеги, Налажена работа. Пока никакого вопроса за транспортировку. Доставить транспортировку, хранение и ну да, действительно, последние годы это очень актуально. Это как пункт передержки для лошадей? Да, Постоянно так же лучше. Так, коллеги, еще вопросы есть у нас в главе города? Вопросов больше нет. Евгений Николаевич, спасибо. Присаживайтесь. Спасибо большое. Приступаем к рассмотрению третьего вопроса по законодательной инициативе государственного собрания документов СХ Якутия по вопросу внесения изменений в федеральный закон об изысканном обращении с животными и о внесении изменений в отдельных законодательных актах Российской Федерации от 27 февраля 2018 года под номером 498 ФСГ. Слово предоставляется Нагоркину Андрею Михайловичу, председателю Национального комитета государственного документа СХ Якутия, Мусигу и Акрамной